эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. В Госдуме назвали новые лимиты налоговых вычетов. Также увеличится возврат по ипотечным процентам. День осведомленности о раке молочной железы отмечается 3 марта. Расскажем о работе Республиканского онкоцентра. В Якутии наблюдается рост количества дорожно-транспортных происшествий. Расскажем, что чаще всего становится причиной происшествий и как обезопасить себя на дороге. В селе Иенгра Нерюнгринского района прошел национальный венкийский праздник Хуктывун. Программа празднования Дня оленевода в этом году была насыщена самыми разными мероприятиями. Даем старт дачному сезону. Март – самое время сажать рассаду, от качества которой зависит будущий урожай. Посевом семян уже занимаются в ведущем аграрном вузе Якутии. В Госдуме назвали новые лимиты налоговых вычетов. Первое значительное изменение касается имущественного налога. Его лимит остается прежним – 2 миллиона рублей, но размер возврата увеличивается при разных ставках. Если раньше налог к возврату рассчитывался, исходя из единой ставки в 13%, что позволяло получить максимум 260 тысяч рублей, то теперь сумма возврата зависит от конкретной ставки налога, по которой был уплачен НДФЛ. Возврат по ипотечным процентам также увеличится. Вместо 390 тысяч рублей при 13% НДФЛ максимальная сумма возрастет до 660 тысяч рублей для тех, кто попадает под ставку в 22%. В итоге налогоплательщик с высокими доходами, использующий оба вида имущественного вычета, сможет получить до 1 миллиона рублей возврата. С 1 апреля увеличат социальные пенсии на 14,75%, что позволит повысить уровень доходов для 4 миллионов россиян. В федеральном бюджете на эти цели предусмотрено около 85 миллиардов рублей. Это значительная сумма, которая позволит существенно улучшить материальное положение людей, получающих социальные пенсии и выплаты по государственному пенсионному обеспечению. Для тех граждан, чья социальная пенсия после индексации останется ниже прожиточного минимума пенсионера, в регионе проживания будет произведена социальная доплата, чтобы довести их пенсионное обеспечение до установленного уровня. На рынке автозапчастей в стране теперь будет меньше копий контрафакта. Начатый в феврале эксперимент по маркировке некоторых автозапчастей не сильно изменит стоимость оригинальных деталей. Добровольный эксперимент по маркировке отдельных автозапчастей начался в конце февраля и продлится в течение года. Принять участие в нем смогут производители, импортеры масляных фильтров, свечей зажигания, автомобильных стекол, а также оптовые и розничные продавцы. По мнению авторов инициативы, эксперимент даст возможность однозначно идентифицировать отдельную единицу продукции. На ценах и ассортименте оригинальных автозапчастей он особо не отразится. 3 марта во всем мире отмечается День осведомленности о трижды негативном раке молочной железы. Этот вид болезни занимает первое место среди всех онкологических заболеваний у женщин в России и диагностируется почти у 50 тысяч человек ежегодно. Рак молочной железы и другие виды злокачественных новообразований выявляют в центрах амбулаторной онкологической помощи Якутского онкологического диспансера. Подробнее о работе расскажет Вероника Таюрская. С 2019 года в рамках национального проекта здравоохранения на базе больниц и поликлиник по всей стране стали открываться центры амбулаторной онкологической помощи. Один из них появился в Якутской городской больнице номер 3. Для удобства жителей, которые прикреплены к учреждению, а их более 88 тысяч человек, маршрутизация продумана до мелочей. Пациент обращается к терапевту, к своему участковому терапевту. Да? Значит, если есть подозрение на онкозаболевание, значит, назначается обследование и дальше направляется к онкологу. Если необходимость есть, то далее пациент направляется в Якутский республиканский онкологический диспансер на более углубленные исследования и на уточнение диагноза. По данным на март 2025 года на диспансерном учете в Якутской городской больнице номер 3 состоит 1358 пациентов. За предыдущий год впервые онкологические заболевания были выявлены у 237 человек. Наиболее же распространенными видами онкологии являются рак дыхательных путей. Это опухоли в легких, бронхах и трахеи, а также злокачественные новообразования в кишечнике. В условиях нашего центра амбулаторной онкологической помощи находятся под наблюдением пациенты, прикрепленные к 3-й поликлинике. Это пациенты, находящиеся на диспансерном наблюдении, и пациенты, получающие
больше специализированное лечение по поводу злокачественного образования. В настоящее время практически все виды медицинской обследования проводятся на базе нового онкологического диспансера, что улучшает качество предоставляемой медицинской помощи. Якутская городская больница номер 3, являясь первичным звеном в системе медицинской онкологической помощи, располагает своим собственным дневным стационаром на 3 койко-места и процедурным кабинетом. В штате центра работают 2 врача-онколога, которые находятся в тесной связи с онкодиспансером. Врачи ведут индивидуальное комплексное лечение пациентов. Пациентам очень удобно, что рядом с домом находится, да, в округе. И постоянно с ними на связи. Существуют разные схемы терапии. Допустим, если цикл у него 21 день, то пациент приходит сегодня, допустим, подошел, и он подойдет уже 24 марта на следующий курс химиотерапии. И после этого, после 3-4 циклов, проводится контрольное обследование. Онкологическая служба республики на сегодняшний день насчитывает 14 районных и 4 городских филиалов Центра амбулаторной онкологической помощи Якутского онкодиспансера. Филиалы ставят перед собой задачу, направленную на диспансеризацию, раннее выявление злокачественных образований, лечение и на продление жизни пациентам. Вероника Таюрская, Джолстан Иннокентьев, Якутск. В республике наблюдается рост количества дорожно-транспортных происшествий. За прошедшую неделю в одном только Якутске инспекторы ГИБДД зафиксировали более 1000 нарушений правил. Что чаще всего становится причиной происшествий и как обезопасить себя на дороге, расскажет Даяна Федорова. Видео с ДТП заполоняют социальные сети. На кадрах улицы Хабарова, где столкнулись 4 автомобиля. Виновником массовой аварии стал нетрезвый водитель, который не выдержал безопасную дистанцию с движущихся впереди автомобилями. И это не единичный случай. Крупное ДТП с участием автобуса и 2 легковых автомобилей произошло здесь на прошлой неделе по улице Аюнского. Водитель автобуса наехал на легковушку, который в свою очередь врезался в другую. Причинами аварий нередко становятся как погодные условия, так и несоблюдение правил дорожного движения. Только за прошлую неделю зарегистрировано 58 случаев дорожно-транспортного происшествия. Безопасность на дорогах превыше всего. По всему Якутску дежурят усиленные наряды ДПС. В обязательном порядке сотрудники госавтоинспекции проверяют наличие водительского удостоверения и документы на транспортное средство. Феврония Сергеевна – опытный водитель, поэтому как никто другой знает, насколько важна осторожность за рулем. Я вожу машину 2010 года, уже 15 лет. По городу езжу самостоятельно, спокойно, соблюдаю, все правила ПДД. Конечно, случайно было, но не по моей вине, поэтому все нормально. Через страхование оплата прошла. В республике только за 2 первых месяца этого года зарегистрировано 98 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 144 человека и 5 погибли. Лидирует в этом списке столица региона. Сейчас вот у нас гололед, поэтому надо водителям особенно быть внимательным, аккуратными на дорогах, особенно вблизи пешеходных переходов. Надо держать скорость и не торопиться, ни на что не отвлекаться, особенно телефонные разговоры, да, и обеспечить себя безопасностью и ремнем безопасности обязательно. Специалисты призывают всех участников дорожного движения быть внимательными и соблюдать правила. Ведь ваша безопасность на дороге прежде всего зависит от вас. Даяна Федорова, Семен Семенов, Якутск. Ну а далее смотрите подборку новостей от наших коллег из Ленского района. Выходные в Ленском районе стали насыщенными различными мероприятиями. Самым важным стала встреча Знамени Победы, которая прошла на границе Ленского и Мирнинского районов. Копия знамени уже побывала в 19 районах Якутии. Встретил его Валериан Рыбкин, почетный гражданин района, ветеран тыла, заслуженный строитель алмазодобывающей промышленности и член старейшин. В честь значимого события было проведено торжественное собрание. В своей речи выступающие отмечали, что эстафета – это возможность почтить память героев, ковавших победу, и прикоснуться к нашей великой истории. Данная эстафета – это шанс еще раз прикоснуться к великой истории нашего народа, к истории то, как наши
прадедушки, прабабушки, деды и бабушки, да, то есть выковали победу над фашистской Германией. Поэтому прошу воспользоваться этим шансом, да, то есть да, нашей молодежи, ну еще раз нам, да, то есть поколению, которое послевоенному, еще раз вспомнить, как выковалась эта победа. В процессе собрания были вручены юбилейные медали и знаки доблести. В Центре досуга и народного творчества состоялся вечер памяти Владимира Ягнышева. В этом году ему бы исполнилось 85 лет. Владимир Михайлович первым занял должность главы Ленского района. Был народным депутатом СССР. Был известен в Якутии как руководитель и общественный деятель, отдавший более 30 лет социально-экономическому развитию западно-якутского региона республики и алмазодобывающей промышленности. В этот вечер почтить его память пришли коллеги, представители общественных организаций и руководители предприятий, также знакомые. Выступающие вспоминали, каким был Владимир Ягнышев, отзывчивым, справедливым руководителем с большой буквы, на которого надо равняться. Заходит в кочегарку, мужики, говорит, как отопительному сезону готовы, затопите, город в тепле будет. Ну, так, нехотя, затопим. А чем бы вам помочь? Да зарплата, Владимир Михайлович, нужна. Будет вам, мужики, зарплата. Слышала, что я сказал? Без всяких протоколов. Ну, что, пришлось к началу отопительного сезона там с бюджетом поработать. Выплатили зарплату коммунальникам, отопительный сезон начался. Следом идут учителя, врачи тоже. Сегодня имя Владимира Ягнышева носит бульвар в центре Ленска. Ежегодно проводится республиканский турнир по волейболу его памяти. В 2023 году было принято решение установить памятник первому главе района. Осенью прошлого года состоялся архитектурно-художественный конкурс на лучший проект. Победитель был определен. Комиссия единогласно поддержала эскиз в виде бюста. Портретный бюст будет выполнен из гранита и установлен рядом с зданием городской администрации. В Ленском историко-краеведческом музее открылась выставка, посвященная Дню защитника Отечества. Фотопроект «Семья героя». Тыл – это половина победы, даже больше. Слова маршала Георгия Жукова. Они, конечно, относятся к тем людям, которые изображены на портретах. В проекте приняли участие не только жены, но и матери, а также дети военнослужащих и мобилизованных, участников специальной военной операции по защите мирного населения ДНР и ЛНР. В руках близких фотографии военнослужащих и награды, которыми они были удостоены. За каждым снимком своя история, ожидание и боль, любовь и надежда, вера и сердечная поддержка. История началась со всероссийского проекта «Жена героя», ныне проект «Семья героя», который стартовал в сентябре 2022 года в городе Самара и за 2 года охватил практически всю Россию. В Ленском районе в проекте приняло участие 30 семей военнослужащих. Руководитель и организатор проекта «Жена мобилизованного» Ирина Терешкина. Чтобы реализовать задуманное, девушка приняла участие в районном грантовом конкурсе по патриотическому воспитанию молодежи, защитила проект и получила на его реализацию 150 тысяч рублей. Решила организовать сообщество семей участников СВО, куда вошли жены, мамы инициативные, которые готовы, которые хотят привлекать внимание. Я услышала такую страшную фразу: «Все привыкли к СВО». И меня как будто обухом по голове тогда. И я поняла, что нужно что-то привлекать к себе внимание. Здесь изображены семьи как погибших участников СВО, так и действующих. Мы все с нашими мужьями на войне. Очень сложно выходить в мир, разговаривать. Также в выходные в Ленском районе прошел республиканский чемпионат по пауэрлифтингу. О нем мы подробно расскажем в нашем новостном сюжете. На этой неделе наша съемочная группа встретится с врачами, которые получили финансовую поддержку от района в размере 1 миллиона рублей. Узнаем о работе телятника, который был построен в прошлом году, а также расскажем, как прошла акция от городской ветеринарной службы для владельцев собак и кошек по стерилизации их питомцев. Ну а в селе Иенгра Нерюнгринского района прошел национальный венкийский праздник Хуктывун-2025. Программа празднования Дня оленевода в этом году была насыщена самыми разными мероприятиями. На празднике побывала и наша съемочная группа.
На ледовой площадке реки Енгра программа Дня оленевода началась с торжественного открытия, где с поздравлениями выступили почетные гости и состоялся традиционный обряд – севекан. Во время праздничного концерта многочисленные творческие коллективы подарили зрителям свои яркие и красочные номера. Вся республика отмечает этот день. Глава республики поздравил всех оленеводов с этим прекрасным праздником. Сегодня мы отмечаем этот праздник на нашей Нерюнгринской земле, в селе Енгра. Несмотря на то, что сегодня я сказал, что погода нас не балует, но я точно знаю, что атмосфера праздника, теплота этого праздника, которая дарят сердца всех участников этого мероприятия, обязательно согреет всех нас. И праздник пройдет, как всегда, на хорошем организационном уровне, принесет море положительных эмоций и навсегда останется в памяти наших гостей, которых тоже в этот день немало. Для гостей праздника были организованы катания на квадроциклах, буранах и оленях. Зрители смогли попробовать блюда национальной кухни и приобщиться к культуре коренных малочисленных народов Севера. Наши оленеводы умеют работать в экстремальных условиях, умеют воевать, это казалось, и умеют отдохнуть. Это вот наш праздник, видите сами. Несмотря на погоду, все довольны, да, маленько прохладно, но это не мешает поднять хорошее настроение. Большой интерес у гостей праздника вызвали спортивные состязания, в которых мог принять участие любой желающий. Так большой ажиотаж вызвали схватки по борьбе хапсагай. Сам родом села Енгра отсюда. Учусь сейчас в училище Олимпийского резерва имени Романа Михайловича Дмитриева в Якутске. Там занимаюсь вольной борьбой. Друзей видел здесь всех. Вот так вот. Я занимается оленевод? Да, занимается. Вот расскажи, сколько оленей у вас? Так много здесь, все занимаются оленеводством. Это наша большая семья. Турнир по масс-рестлингу тоже получился очень зрелищным, и до последнего сохранялась интрига, кто же станет сильнейшим. Приехал вообще на праздник оленеводства, хотел всегда побывать, посмотреть, как это вообще проходит. Ну и так получилось, что стал участником соревнований. И как получилось выиграть. Вообще впервые. Я занимаюсь тяжелой атлетикой. То есть немного движения схожи. Становая тяга и перетягивание как бы немного есть схожие черты. Но и традиционно день оленевода закончился забегами на оленьих упряжках, в которых отдельно соревновались женщины, отдельно мужчины. И прошел общий забег, в котором мог принять участие каждый желающий. Особенно хочется отметить, что в середине марта делегация Нерюнгринского района примет участие в республиканском слете оленеводов, который пройдет в Якутске. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри. Включение трансплант-спорта в официальный реестр видов спорта позволит организовывать соревнования на высоком уровне, привлекать внимание широкой аудитории и создавать платформы для обмена знаниями и достижениями в этой сфере. В Госсобрании Илтумен состоялся круглый стол на тему о проблемах и перспективах развития трансплант-спорта на региональном и всероссийском уровнях. По итогам обсуждения участники рекомендовали инициировать обращение в Министерство спорта страны с предложением признать трансплант-спорт и включить его дисциплины во Всероссийский реестр видов спорта. На сегодняшний день в республике зарегистрировано 309 пациентов, прошедших процедуры пересадки органов. Из них 188 человек получили трансплантацию почек, 119 – трансплантацию печени, а 2 человека – трансплантацию сердца. Якутскую традиционную одежду 17-18 веков представили на уникальной выставке в музее имени Ярославского. В преддверии Дня народного мастера открылась выставка «Кютюлек Кюндук Таналайсон». Около 300 экспонатов, материала из археологических раскопок, этнографических экспедиций, реконструкции якутской традиционной одежды, выполненные народными мастерами Якутии. Посетители выставки после просмотра экспонатов на примерах музейной коллекции образцов реконструкции получат полное представление о традиционной ритуальной одежде якутского народа Таналайсон. Здесь выставлены вообще уникальные, нигде не выставленные артефакты археологические, которые были сданы в 30-40-х годах. Организаторами выступили Ярославский краеведческий музей, Музей археологии и этнографии Северо-Восточного университета и Институт гуманитарных исследований. Даем старт дачному сезону. Март – самое время сажать рассаду, от качества которой зависит будущий урожай. Посевом семян уже занимаются в ведущем аграрном вузе Якутии. А вот как выращивают рассаду в Агату, расскажет Эржена Гармаева. Русская пословица гласит: «Готовь сани летом». Народная мудрость применима даже к такому неочевидному делу, как выращивание рассады. Агрономы Агату собирают семена еще осенью. В
Всю зиму зерна хранятся в холодильной камере с температурным режимом плюс 4 градуса. Для плодородного урожая грунт рассады как следует удобряют. Специалисты используют торфо-песчаную смесь, а для защиты растений от гнили, ржавчины и других болезней применяют препарат фитоспорин. Растения в агротехнологическом университете на любой вкус и цвет. И овощи, и ягоды, и цветы. Петуния грандифлоры посадили, они уже у нас вышли. Мы еще садили много тайдала, петуния тоже. С одного растения мы будем пришибку делать и 10 штук получим. С одного растения 10 штук получим. Это как бы экономически выгодно будет. Ага, в этом году еще мы садили яблони, сибирская ягодная. Мы сами собираем свои семена, из своих семян выращиваем. При этом рассаду выращивают не только преподаватели, но и обучающиеся. Студент из Таджикистана Шахрук Каримов признается, в его родной стране рассада не нужна. Из-за теплого климата все сажают сразу в землю. В Якутии его научили всем премудростям посева семян. Сейчас особо мы рассаду готовим, пикируем рассаде и в основном сейчас для семени готовим для рассаду. Когда немножко тепло станет, уже на теплице пикировать начинаем. Конечно, некоторые овощи есть, которые в Якутии тоже растут, как в Таджикистане и в Якутии. Такие сезонные овощи. Через пару месяцев молодые растения теплицы Агату будут готовы для посадки в грунт. Одной проблемы меньше на пути дачников к богатому урожаю. Эржена Гармаева, Екатерина Амосова, Семен Семенов, Якутск. В Алдане прошел межрегиональный турнир по мини-футболу среди юношеских команд на Кубок Витязя. На ежегодный праздник футбола собрались команды из Якутии и городов Дальнего Востока. За развитием турнира и футбола наблюдал Руслан Павлов. Детский мини-футбол или футзал в Алдане становится все более популярным. Вот только стандартных площадок для проведения серьезных соревнований и турниров практически нет. Конечно же, спортзалов в городе немало, но в них футболистам приходится играть от стены. Впрочем, решения находятся. В этом году ежегодный межрегиональный турнир на Кубок Витязя прошел в просторном отремонтированном зале, который ранее служил теннисным кортом. Как говорится, из двух зол выбирают меньшее, да и любителей большого тенниса единицы, поэтому площадку решили использовать по максимуму, переоборудовав под игровые виды спорта. Результат получили сразу. На Кубок Витязя приехали сильные команды из Хабаровска и Благовещенска. Мы приехали за победой однозначно. Наверное, являемся где-то потенциальным лидером этого турнира. Мы это не стесняемся, потому что мини-футбол – это наш конек. Команда из Благовещенска вообще играет в большой футбол, но не отказала себе в удовольствии посетить Золотой Алдан и поиграть по-серьезному в крытом помещении. Мы тоже не мини-футболисты, честно сказать. Мы играем в большой футбол, просто в мини-футбол играем, так сказать, для общего развития, тем более условия Дальнего Востока таковы, что у нас полгода зима, не получается тренироваться на больших полях, как хотелось бы, поэтому играем еще и в мини-футбол. К спортивным кадрам в Якутии отношение особое. Лучших и перспективных сразу забирают в республиканские спортшколы. Но это фасадная сторона медали. Другая – команды на периферии остаются без лидеров, что ослабляет позиции на выездных турнирах и бьет по амбициям тренеров и росту футболистов. Там, есть нехватка на выездные мероприятия, но мы это стараемся компенсировать за счет спонсоров, за счет пожертвований любителей физкультуры и спорта, в частности у нас в данном виде спорта футбол. Но Российский футбольный союз сейчас в данное время очень хорошо нас поддерживает. Перспективы есть, мы стараемся лучших игроков собрать в эти сборные команды со всех уголков республики, как футбольная школа республиканская, и выставляем сборную команду на эти соревнования. Оттуда лучшие игроки, к сожалению, для нас, но их приглашают на лучшие академии. Поэтому так и идет развитие. Подтверждением служат итоги Кубка Витязя 2025 года. Пьедестал призеров заняли команды «Спарта» из Хабаровска первое место, якутский «Спартак» второе и ФК «Луч» из Благовещенска бронза. Алданские «Витязи» на 4-й позиции, и это отличный результат в нынешних условиях. Все остальные команды, а это кроме Тынды, города и райцентры республики, получили грамоты участников и подарки. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан.
Таким увидели этот день наши корреспонденты. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.